Российскую делегацию, изгнали из, ПАСЕ после начала войны, и вот, в конце прошлого года была создана новая делегация, и, вновь, Россия представлена в ПАСЕ. Да, Россия представлена для самоуспокоения Европы. России там нет, российского государства этой структуры нет. Дело в том, что Россию оттуда не выставили. Вопрос вот в чем, Динара. Если вы думаете, что Россию после совершенных агрессивных войн против 2-3 членов Совета Европы, и Совет Европы принял решение о том, чтобы выставить или исключить Россию из Совета Европы, парламентской ассамблеи, это заблуждение. Они просто их лишили права голоса во время консультации. А Россия сама сказала: идите вы лесом, и не будем мы вам платить 17 миллионов долларов ежегодно вашу деятельность. И все, они вышли оттуда. И потом уже взамен, как бы каким-то образом, чтобы сохранить за Россией вот эту позицию, не того, чтобы не исключить Россию из Совета Европы, и придумали вот так называемую платформу для русской оппозиции в количестве там 10-15 человек, и туда приплюсовали еще и нацменьшинства или жители коренных народов. Да, мы за этим очень хорошо следим, и мы со своей стороны будем добиваться того, чтобы не потому, что Совет Европы играет какую-то роль вот в международных делах или в международной политике, я имею в виду именно парламентская ассамблея. Парламентская ассамблея в свое время в 2000 году приняла резолюцию, заключающую в том, чтобы призвала страны Совета Европы подать суд на Россию за войну в Чечне. Однако Совет министров этой структуры, они это заблокировали, и все, дальше этого ничего не пошло. И поэтому ПАСЕ ничего не решает. Они, в принципе, люди, которые собираются для разговоров. Ну да, я очень рад тому, что они сегодня говорят хотя бы в пользу Украины. И говорят о том, что Россия совершила агрессию. И они собрали людей, которые признали Россию агрессором, признали Путина военным преступником, и в то же время они хотят, вот эта группа, которую сформировали в ПАСЕ, считают и делают так, чтобы Россия как страна, как империя, она сохранилась, и смена режима. То есть они хотят просто не изменить страну, Россию, сделать ее демократическим или правовым государством. Они хотят сменить власть, прийти вместо Путина. А ровным счетом их декларациях, их высказываниях о том, что Россию ни в коем случае нельзя децентрализовать, говорит о том, что исторически вот те силы, которые оказываются на Западе, способствуют тому, чтобы Россия оставалась империей. Это уже второй, третий раз происходит. Если сегодня мир допустит, это будет третий раз, и третий раз Россия будет сохранена как империя. Поэтому я к этим вещам отношусь очень критически, и в то же время я допускаю, что они это тоже имеют право быть. Да? Пусть хотя бы на таком уровне они говорят, что да, Путин плохой, Путин агрессор, Путин преступник, но мы-то знаем, что Путин не с неба свалился, Путин был востребован вот этим российским обществом, откуда вышли вот сегодняшние так называемые хорошие русские. Все эти десятилетия существования Ельцинской, Путинской империи, псевдодемократической империи, эти люди обслуживали эти властные структуры, которые вели захватнические войны, вели террористические акции. В конечном итоге эту страну признали спонсором терроризма. Государственные сегодня руководители этих стран находятся в международном розыске. И в то же время они пытаются персонифицировать Российскую империю в лице там 2-3 человек, а не раскрывая саму суть проблемы. Суть проблемы-то, что она империя. И вот чтобы эту проблему решить, нужно децентрализовать, и она должна перестать быть империей. Вот насколько они готовы к этому? И мой очень такой четкий вопрос для сегодняшних так называемых хороших русских. Хорошими русскими я буду считать тех, кто сегодня изложит дорожную карту по децентрализации России. Степ-бай-степ, каждый день, с каждым часом, как это будет происходить. Вот эта группа может претендовать на то, чтобы называть ее
оппозицией российской. Спасибо, что пояснили, Ахмед Халидович, потому что я, видимо, переоценила европейцев и подумала, и думала действительно, что они изгнали, и проявили какую-то политическую волю. И предвосхитили вы мой вопрос по поводу эффективности этой делегации, в составе которой есть еще и Михаил Ходорковский, спонсировавший войну в Да, Чечне. абсолютно, да. И поэтому я и говорю, в любом случае, то, что эти люди сегодня официально признают себя участниками той преступной войны, поэтому мы говорим, до тех пор, пока не будет дана правовая политическая оценка событиям в Чечне, никакого развития и децентрализации или же торжества справедливости быть не может. Они совершили агрессию. Война в Украине, начатая в 22 году или в 14 году, она не в этом году, она началась в 94 году, когда Россия совершила агрессию против независимого чеченского государства. В 92 году, когда она совершила государственный переворот в Грузии, сняв законно избранного президента Зиада Гамсахурди. В Азербайджане 92-93 год, когда сняли законно избранного президента Альчебея, который потом завершилась в конечном итоге аннексией азербайджанских территорий. Вот все эти процессы начинались оттуда. Но однако мир тогда этому способствовал. И сегодня, чтобы мы могли оценить, правильно дать оценку и определить направление, в каком направлении будем развиваться, нужно дать сначала оценку вот этим трагическим событиям, которые произошли, и к которому причастны все международные институты, которые сегодня заявляют о необходимости перемирия или же урегулирования украинско-русского конфликта, войны в Украине. Насколько тема распада России актуальна в Европе? Мне кажется, что эта мысль не очень нравится европейским политикам, и даже в какой-то степени они ей противостоят. Они этому противостояли очень долго. И они приносили в жертву народы целые, государства, именно чтобы не допустить, как они говорят, развала или распада России. Российской империи. Первыми жертвами этого предательства стал чеченский народ, чеченцы. Вторыми были Грузия, грузинские, и третьи сегодня Украина. Не говоря уже о тех, которые были просто как бы застолбили ситуацию, как Молдовия, да, Транснестрия, которая была наполовину захвачена Россией, и она неопределенно имеет статус. Это возможность влиять на Украину. Белоруссия практически находилась под контролем. Постсоветское пространство, азиатские страны, к этой теме можно вернуться отдельно, они стояли особняком, но в то же время они были полностью зависимы или независимы. Это и вы хорошо знаете, и все, кто знает историю Советского Союза и знает ситуацию на постсоветском пространстве, люди информированы. Но в целом Европа сегодня, вот после 22 года, впервые за все это время есть понимание в Европе, что Россия вот в том его виде, в котором оно сегодня находится, представляет большую угрозу для всего человечества, чем ее децентрализация. Да, с децентрализацией были многие страны не согласны, потому что они получали нефть, энергию, ресурсы. И Россия, это огромная территория, практически она являлась сырьевым придатком для многих, даже европейских стран. И это их устраивало. Какие-то правонарушения, какие-то малые народы. Да, у нас это декларации есть по этому поводу, написанные какие-то конспекты и концепции есть по защите прав. В международной практике написаны все возможные лучшие варианты для существования человечества. Право народов на самоопределение, там, защита прав, защита меньшинств, защита нацменьшинств. Все это написано, но оно написано для крупных стран. Не для тех, кому оно предназначено, а для тех, потому что если есть право народов на самоопределение, тут же встает другой принцип в международном праве, территориальная целостность государства. Вот и все. Этим самым пытаются перечеркнуть. Хотя мы, на самом деле, чеченцы в свое время, мы прошли через это сито.
Даже вот эти два принципа, которые касались и которые якобы противоречили, принцип права народов на самоопределение и, принцип территориальной целостности государства, они в нашем вопросе не шли в противоречие. Потому что там были прописаны моменты, если страна, государство, законы этого государства позволяют выйти политическими методами и создать свое государственное. А в нашем случае именно был этот. В 90-м году Верховный Совет СССР принял 2-3 очень важных судьбоносных закона и для автономных республик, и для областей и краев. Потому что где было прописано, автономные республики приравнивались к союзным республикам, а союзные республики в свое время имели право в случае распада этого государственного образования, имели право самостоятельно определить свое будущее. Но несмотря на все это, в 1995 году, в 1994 году Россия начала войну, масштабную агрессивную войну, а Совет Европы в 1995 году принял Россию в состав Совета Европы. Хотя это противоречило внутренним законам и уставу этой организации. Они не имели права, страна, которая ведет войну, если даже ее считать гражданской, они не имели права взять ее в свои структуры. Но, однако, они это сделали. И таких примеров очень много. Динар, я не буду сейчас занимать ваше эфирное время этими. Ну, если будет какой-то интерес, конечно, мы можем очень подробно это все разбирать. И поэтому Европа сегодня, когда уже после Грузии 2008 год, Европа закрыла глаза, посчитав, что целостность российского государства для них важнее, чем территориальная целостность Грузии. 2014 год. Опять-таки Европейский Союз и Европа закрыли глаза на аннексию Крыма и на войну на востоке Украины, посчитав, что Россия важнее, чем целостность украинского государства. Хотя в 1994 году был подписан меморандум и гарантировали Украине территориальную целостность. Франция, Соединенные Штаты Америки, Великобритания, сама Россия, был подписан этот меморандум. Но, несмотря на это, закрыли глаза и взяли сторону России в этом конфликте. А вот 22 год, когда уже Россия начала крупномасштабную агрессию, и тогда, главное это, Соединенные Штаты Америки тогда дали добро на это, Соединенные Штаты Америки вызвали министра иностранных дел и других руководителей Украины и сказали: ребята, вы очень хорошие мальчики, вы очень хорошие парни, но, к большому сожалению, Россия сильнее вас, и она оккупирует вашу страну. Мы вам можем помочь перебраться в безопасное место и гарантировать вам личную безопасность. Вот недавно в своем одном обращении президент Украины Зеленский открыл карты, да, как ему позвонили из Соединенных Штатов Америки и сказали: мы можем вам обеспечить безопасный коридор, выезд из страны. То есть это был подход всего международного сообщества. Только благодаря исключительно Великобритании, тогдашнему премьеру Борису Джонсону и Польше и Балтийским странам Европейский Союз отреагировал более-менее адекватно на эту угрозу. Англия открыто поддержала Украину, Балтийские страны и Польша инициировали в самом Европейском Союзе слушание по этому вопросу, и все страны были практически вынуждены занять сторону Украины в этом конфликте. И поэтому, Динара, вот ваш вопрос относительно Европы беспокоится. Да, беспокоилась, добеспокоилась до того, что сегодня она чувствует реальную угрозу со стороны России. И поэтому вот их озабоченность десятилетиями, когда убивали чеченцев, грузин, украинцев, привело к тому, что они сегодня трясутся над тем, чтобы Россия не начала агрессию. И они знают, если Россия победит, следующими будут страны Европейского Союза, которые подвергнутся очередной какой-то операции, которую надумает Кремль. Ахмед Халидович, вас оценили в $10 миллионов.
Причем неважно, будете ли вы живым или, не дай бог, мертвым. Каково это знать цену за свою голову? О, Динара, я даже не хотел бы комментировать это, но в любом случае со мной эта история уже Не в первый попытки раз. покушения, попытки там похищения. Это очень долго, имеет свою очень долгую предысторию, да, почти лет 20-25 я живу вот с этим, да. Конечно, к этому привыкнуть невозможно, но жить с этим можно и необходимо, потому что для нашего противника главное главное нейтрализовать человека, который занимается какой-то политической деятельностью, который активно разоблачает все то, что творит сегодня Россия, российская система и в Чечне, и на Кавказе, и теперь уже в целом почти на постсоветском пространстве. Для них главное меня замолчать. Да? Это значит, чтобы я ушел куда-то, скрылся, и чтобы меня было не видно, не слышно, или же просто физически. И разницы, для них разницы большой нету, лишь бы нейтрализовать. Поэтому я к этому отношусь как к рабочему процессу. Я считаю, что то, что я делаю, раз оценивают в какие-то миллионы или миллиарды какие-то дела, значит, это стоит того, чтобы продолжать. Я имею в виду, значит, мы не зря все эти годы делали ту работу, которую мы делаем и будем продолжать делать, пока мы живы, иншаллах. Или же пока мы не придем к нашей цели. Это цель и задача наша, это деоккупация нашей страны, освобождение нашего народа и подтверждение статуса независимости нашего государства. Поэтому мы будем продолжать это делать. А то, что вот эта информация, она практически до меня доходит чуть раньше даже, потому что страна, в которой я нахожусь, она обеспечивает мою защиту. Да? Я нахожусь под защитой властей Великобритании. И, конечно, они все эти процессы отслеживают. Но это одну группу разоблачили, другая действует. В принципе, расслабляться не приходится. И меня постоянно в этом направлении и консультируют, и информируют в связи с рисками, которые есть и возникают. Я, знаете, в подобных или похожих случаях вспоминаю слова Бориса Немцова, который говорил, что эффективность своих действий вы можете оценивать по реакции властей на вас. Значит, эффективность у вас Да. очень высокая. А, Ахмед Халидович, я хотела бы немножко напомнить нашим зрителям, в России приговорен к 20 годам лишения свободы и объявлен международный розыск за создание террористического сообщества и оправдание терроризма. Если я правильно понимаю, речь идет о создании чеченского батальона в составе ЗСУ. Удалось ли вам, вы недавно были в Украине, удалось ли вам встретиться с бойцами и с чем была связана ваша поездка? Динар, я не могу сказать, что это поездка. В принципе, я с 22 года, с мая месяца, практически на постоянной основе нахожусь в Украине. Потому что не только там боевые подразделения, там делается и другая, и политическая работа, и встречи, и контакты, и конференции. Вот в данном случае, вот последнюю поездку, я непосредственно выезжал к нашим ребятам, мы там, как раз это совпало с Рамаданом, мы провели вместе несколько дней, несколько времени, и ифтар, и сугур, все вместе. И, конечно, это было очень, 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 очень отрадно и приятно, потому что бойцы, вооруженные силы и соратники – это две разные вещи. Есть армия, да, есть военные, которые выполняют свои функциональные обязанности в государстве. А есть соратники, которые с оружием в руках находятся на передовой и на линии фронта. Я к своим бойцам и к нашим сегодняшним подразделениям вооруженных сил отношусь как к соратникам, потому что все они политически мотивированы с тем, чтобы сегодня Украина победила. И мы четко для себя осознаем, что дорога домой лежит через Украину. Деоккупация нашей страны лежит после деоккупации Украины и победы Украины. И поэтому мы все, и все наше правительство, все члены Кабинета министров, все члены Государственного комитета деоккупации, вплотную мы занимаемся вопросами, связанными с войной в Украине.
Просто хочу напомнить, может, у вас есть эта информация, не знаю. 22 год, 24 февраля, Брюссель. Мы находились в Брюсселе, у нас было заседание Государственного комитета деоккупации. У нас существует Государственный комитет деоккупации в количестве там до 60 человек в разных странах. Но у нас был слет и съезд и совещание в Брюсселе, вот именно 24 февраля. Оно было посвящено к 23 февралю, к 79-й годовщине, по-моему, тогда это было, к 79-й годовщине депортации чеченцев и ингушей. И вот в это время прошла информация о том, что Россия совершила агрессию. Мы провели заседание, и на этом же заседании было принято решение, что мы начнем формировать подразделения для отправки в Украину с тем, чтобы отразить российскую агрессию. Вот с этого времени мы вплотную вовлечены вот в этот процесс, войну в Украине. И то, что вы сказали относительно приговора 20 лет, вы знаете, я преследовался Россией десятилетиями, начиная со второй русско-чеченской войны. В 2001 году у меня была встреча с представителем Путина в Москве. В Кремле, в Москве мы встречались в аэропорту Шереметьево. И с этого времени, когда я не принял их предложение о капитуляции и взаимодействии и сотрудничестве с ними, против меня были возбуждены уголовные дела и переданы материалы в Интерпол. И несколько лет, 10 лет, я прошел через 3 суда европейских. Это суд Дании 2002 год, суд Великобритании 2003 год, суд в Польше 2010 год. Все это время Интерпол каким-то образом реагировал на запросы России, российской прокуратуры. Но в последующем сам Интерпол просто снял меня, мои данные оттуда, и с этого времени, но Россия решила после 22 года снова попытаться задержать меня таким образом, в любом случае не дать мне спокойно перемещаться. Просто в мире есть страны, которые, и сегодня даже в Европе есть страны, которые заигрывают с Путиным. И рассчитывая на это, они снова через вот эти процедуры международные начали меня преследовать. Я к чему все это говорю? Потому что для нас, для правительства, для Государственного комитета деоккупации, война в Украине это не просто где-то война происходит между Россией и Украиной, это наша личная уже, потому что наши родственники, близкие наши родственники уже находятся в Украине и находятся в военных структурах. Поэтому мы это воспринимаем как личное и как гарантии будущего чеченского народа и чеченского государства. Поэтому для нас это очень важно. Чтобы какие бы попытки Россия не предпринимала бы с целью нашей нейтрализации, мы не имеем на это права. Мы должны, пока живы, продолжать борьбу. Ахмед Халидович, а как вы считаете, вот что важнее сейчас транслировать? Победу Украины или распад России? Понятно, что эти процессы взаимосвязаны, но который из них быстрее ускорить? Есть очередность. До военной победы Украины о децентрализации Российской империи речи быть не может. Поэтому это не только взаимосвязано, но есть и степень первостепенная и второстепенность. Первостепенно мы должны победить Россию в этой войне. А вот сама военная победа над российской армией и над российскими агрессорами Украины, это позволит нам дальше уже говорить о децентрализации этой российской последней империи. И народы, которые сегодня находятся в колониальной зависимости, они будут готовы к самостоятельному определить свое будущее самостоятельно уже только после этого. И вот этот процесс, чтобы приблизить децентрализацию, мы должны ускорить победу Украины над Россией. И поэтому мы прилагаем все наши усилия для этой цели. Ахмед Халидович, последний вопрос. Я не могу вас не спросить, как вы оцениваете ситуацию на Ближнем Востоке? Я думаю, те, кто затеяли ситуацию на Ближнем Востоке, сегодня жалеют об этом. И если война на Ближнем Востоке и в Иране начиналась, и начали ее Соединенные Штаты Америки и Израиль, то окончание этой войны сегодня будет напрямую зависеть от позиции Ирана.
Они будут определять, когда эта война закончится. И они будут сегодня выдвигать условия, на каких условиях будет достигнут мир. Поэтому, да, конечно, то, что разворошили на Ближнем Востоке, во многом это, я считаю, это ошибка администрации Соединенных Штатов Америки, которые пошли на поводу у Нетаньяху и допустили то, что произошло там. И да, естественно, я ни в коем случае не поддерживаю режим аятоллы, которые всегда являлись провокаторами и провоцировали ситуацию с тем, чтобы произошло то, что произошло. Но вина кого-то не освобождает от других от ответственности за последствия того, что произошло. А последствия, то, что сегодня произошло, это кто от этого всего выиграл. Да, есть разрушенные инфраструктура, военная инфраструктура, но добились ли они результатов? Какие цели ставились перед этой задачей, перед началом этой войны в Иране? Мы понимаем, Путин поставил задачу победить Украину. Это значит ликвидировать руководство, завоевать всю страну, разрушить все и нейтрализовать. Сегодня у него задача это нейтрализовать Зеленского. А вот какая задача была и какие цели ставили перед собой Соединенные Штаты Америки в Иране? Смена режима, то они очень далеки от этого, никакой смены режима не будет. Пытаться добиваться лояльности, я думаю, вряд ли они добьются от сегодняшних руководителей большей лояльности, чем от предыдущих, потому что в результате вот сегодняшних 2-3 недель тот урон, который нанесен этому режиму, но он ослаб, может быть, но он не уничтожен. И поэтому задачи не выполнены. Я думаю, что во многом сейчас все будет зависеть от того, как и на что будет готов Иран, чтобы прекратить войну на Ближнем Востоке. А как эта война меняет расклад сил вокруг Украины? В принципе, она не меняет, Динар, на самом деле, хотя все считают, что какие-то... Ничего такого не произошло, абсолютно. Украина, как продолжали поддерживать Украину поддерживает. Да, может быть, какие-то моменты сбои с оружием, ну, а я думаю, оно будет восполнимо, потому что для Соединенных Штатов Америки военная промышленность, она стоит во главе угла, потому что сегодня и те снаряды, и те ракеты, и то вооружение, которое было в складах у Соединенных Штатов Америки, оно могло уменьшиться, но в то же время сама военная промышленность Соединенных Штатов Америки, она получила новую карт-бланш, да, что они будут больше вкладываться и больше будут делать. А Соединенные Штаты Америки вынуждены будут продавать оружие Европе, а Европа будет его поставлять Украине. Да, сегодня у Путина, может быть, кому-то кажется, что он что-то выиграл. Да, какая-то тактическая победа в этом есть, да, то, что вот его там санкции сняли на месяц, ну, хоть на месяц. Но в стратегическом отношении ослабление такого стратегического союзника, как Иран, это для России, конечно, поражение. Точно так же и для Китая, да, ослабление Ирана – это поражение. Хотя Китай больше выиграл, может быть, во всем этом, как и всегда, да, у них они держатся во всех делах особняком, у них есть интерес экономический, и за счет того, что они ни в коем случае не ввязываются ни в какие войны, они выигрывают, от любой войны выигрывает Китай. И поэтому то, что сегодня происходит, да, Иран, я думаю, будет ставить какие-то жесткие условия для достижения мира на Ближнем Востоке.